Добрый день, уважаемые гости. Мы очень рады вас приветствовать в нашем, во-первых, колледже и в музее, в уникальном музее, который является единственным не только в России, но и во всем земном шаре. Мы этим гордимся. Мы говорим, что путь к знаниям начинается с букваря. Поэтому мы свой музей еще называем музеем букваристики и азбучного искусства. Потому что наша задача не только показать один букварь татарский, хотя это и является основой нашего музея, а у нас очень много букварей народов мира, более 350 букварей на 57 языках. Мы еще набираем и надеемся, что все буквари земного шара мы воплотим именно здесь. Но все-таки основой данного музея является это татарский учебник «Алифба», авторами которого являются бывшие наши преподаватели, заслуженные учителя школы Республики Татарстан, отличники народного просвещения РСФСР. Это дипломированные, награжденные дипломом имени Каюма Насыри. А авторы этого учебника, собственно, они являются вот эти супруги Салих Атарович Валитов, Вагизов и Рамзия Гилязовна Валитова. Они являются автором этого первого татарского учебника. Этот учебник уже создан в 1964 году. И в 1965 году уже все школы, учащиеся татарских классов, занимались именно по этим учебникам. Но до сих пор, смотрите, уже сколько лет, с 1965 года, этот учебник действует. Правда, альтернативный учебник сейчас появился, но все-таки в школах еще по этим учебникам занимаются. Это говорит о том, что над этим учебником они настолько тщательно работали. Они, вот Салих Атарович говорил, прежде чем написать вот этот учебник, создать его, мы изучили 70 учебников на разных языках. И, видимо, самый лучший опыт и был вложен, положен вот в основу создания данного учебника. Салих Атарович и Рамзия Гилязовна, вот это их стол такой скромный. Они люди, как личность, были очень скромные, но в то же время мы говорим, это гениальные люди, это народные академики, это ученые, и мы ими действительно гордимся. Салих Атарович, он родился в Самарской области, в татарской деревне Байтуган, а Рамзия Гилязовна родилась она в Башкортостане, в городе Стерлитамак, то есть они жили в разных территориях. Салих Атарович, когда окончил там медресе, а потом школу, затем педучилище, приехал, там поступил в Оренбургский башкирский госуниверситет, там 2 года проучился, затем приехал в Казань продолжить обучение в Казанском государственном институте. А когда мы у него спрашивали, а почему же вы там не закончили свое обучение, институт, он говорил, я хотел быть ближе к центру, к столице нашей республики, чтобы воочию увидеть настоящих поэтов, настоящих писателей, художников, людей культуры, деятелей искусств. И поэтому вот он приехал сюда. А Рамзия Гилязовна в Башкортостане, когда закончила педучилище, тоже приехал поступать в Казанский пединститут. Вот там они и встретились. Вот Салих Атарович говорил, что я вот именно здесь, в Казани, в институте, в общежитии института, встретила свою голубоглазую Рамзию. Они вот работали творчески, они не только преподавали, у них не только вот этот один единственный учебник Алифба, у них более 43 трудов. Это и грамматика, это и чтение, это и методика преподавания татарского языка, это различные методические разработки этих ученых. Мы говорим, что действительно они оставили нам большой вклад. Но у нас здесь не только история создания этого учебника, у нас здесь очень богатый материал, музей богатый материал появления первых татарских учебников. Ведь основой письменной культуры тюркских народов принято считать основы графики вот уйгурской и рунической графики, вот основы. Первое слово, согласно Корану, первое слово, услышанное пророком Мухаммедом, было икра, то есть читай. С тех пор вот татарский народ, каждый мусульманин был обязан, значит, вот, учиться чтению и письму. И вот в этой экспозиции у нас даны первые, значит, образцы рунической и графической
графического письма, графики и первые татарские учебники. В арабском алфавите всего только 3 гласных, они в разных позициях разные звуки обозначают. Но для татарской грамматики, для татарского языка этих гласных было недостаточно. И поэтому вот самым первым татарские просветители, из них вот Каюм Насыри, в 1895 году создал свой первый лингвистический труд, то есть создал татарскую грамматику, татарский алфавит на основе арабской графики. И он внес 10 гласных. То есть вот он составил эту графику, составил алфавит на основе закона татарского языка. Затем вот это Каюм Насыри, за Каюм Насыри. Кстати, вот в этой экспозиции дается первая книга «Условия веры» Иман Шарта. Первая книга, которая действовала для татарского народа более 150 лет. Здесь далее другие просветители 19 века. Думави, Забери, Максуди. Кстати, Максуди создал и арабскую графику, и татарскую графику. С него и начинается у татарского народа, что надо сказать, двуязычие. Как у нас сейчас татарский и русский государственные языки, тогда вот арабские и татарские языки. До Салига Татыча, значит, автором алифбы был Габбас Сайфуллин. Вот в этой экспозиции дается, показаны вот его книги. Но время меняется, экономика развивается, культура развивается, появляются новые слова, следовательно, надо было совершенствовать этот учебник. Почему, кстати, вот алифба Салига Татыча, она так долго действует? Потому что 43 раза эта книга переиздавалась, совершенствовалась, обновлялась, там иллюстрация, содержание, слова и так далее. А вот этот учебник Габбаса Сайфуллина тоже нужно было уже совершенствовать, но автор умер в 1951 году, и поэтому Министерство образования, Министерство образования объявило конкурс на создание нового учебника. Вот почему они начали создавать этот учебник. Вот этот уголок у нас советский период, 50-60-е годы. Вот такая красивая форма. Кстати, мы сейчас, школы, вернулись к этой прекрасной школьной форме, которая объединяет коллективы. Да, ведь мы очень рады. Ежедневно черные фартуки, вот мы носили, когда учились, белые фартуки в нарядных, нарядки такие. Надо сказать, что вот в этой экспозиции мы видим подарок Рустама Минахана. Алифба, буквально, это первый учебник, с чего начинается вообще человек, образованный человек. Кем бы он ни был, инженер, профессор, ученый, космонавт, президент, мы все начинаем свои знания с букваря, поэтому это очень ценно. И когда к нам приезжают люди, зарубежные люди, они все говорят, наверное, нашего букваря нету. И они, каждый, конечно, многие из них свои буквари здесь находят. Я вот вам покажу в том зале, где у нас есть показанные буквари народов мира. Вот здесь вот Италия, Испания, образцы письменности, вот Египта. Ведь у нас очень богатое географическое письмо, да, узловое письмо. Вот образцы их, они все у нас эти материалы. Вот здесь вот первое, здесь вот русские буквари, разные буквари. Я хочу сказать, что язык Пушкина. Буквы разные от Адая, наши лучшие теперь друзья. Гласные и согласные, подружки дорогого букваря. Гласные и согласные, подружки дорогого букваря. И не нужно к маме больше приставать, сможем мы и сами книжку прочитать. Потому что мчались в школу мы не зря, буквы изучали мы из букваря. Буквы разные от Адая, наши лучшие теперь друзья. Гласные и согласные, подружки дорогого букваря. Гласные и согласные, подружки дорогого букваря.